Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях руководитель якутского филиала Почты России Петр Птицын. Петр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Наш первый вопрос. На периодику сейчас идет льготная подписка, и наши коллеги, работники печатного издания «Саха Печати» задаются вопросом: подписка снижается из-за контента, из-за материала газеты или журнала, да, или это зависит от работы почты? Как можете прокомментировать это, пожалуйста? Ну, вообще, я хотел бы сказать, что в подписном каталоге Почты России более 6 тысяч изданий всего. И это, в первую очередь, издания, которые связаны с профессиональной деятельностью, с таким уклоном на старший возраст, на детей. Поэтому я бы не сказал, что прямо есть какой-то там тренд на снижение, да, тем более сейчас появилась такая опция, что можно оформить подписку онлайн, то есть можно зайти на сайт, не обязательно даже ходить в отделение почты, можно зайти на сайт и на сайте Почты России оформить подписку на любимое издание. 80% подписки где-то у нас в республике это именно республиканские и местные издания. И они очень хорошим спросом пользуются у населения. Мы видим, что контент и содержимое, да, этих изданий для населения интересны, даже несмотря на то, что информация активно уходит в цифровые форматы, в соцсети, все равно определенная доля населения на подпиской пользуется, подписку любит, и Почта России делает все, чтобы доставить для них те или иные издания. Ну, подписка на издание — это, конечно же, не приобретение газеты или журнала один раз, да, это процесс продолжающийся, то есть издания должны выходить, а почта, в свою очередь, доставлять на места. Какие проблемы бывают с доставкой, Петр Владимирович, сейчас? Ну, проблемы с доставкой, они, наверное, географические, то есть мы живем в самом большом субъекте страны, и очень много труднодоступных населенных пунктов, особенно в период распутицы и бездорожья, это есть. Поэтому проблемы с доставкой, они связаны именно с транспортной доступностью. Да, там, где можно, мы доставляем авиа и вертолетами, и на буранах и так далее. Ну, то есть здесь почта делает все, чтобы доставить почту, периодику, да, до населения. Ну, конечно, труднодоступности, сроки иногда у нас подводят. Появились ли новые маршруты в труднодоступных местах? Новые способы доставки, наверное, да, то есть мы говорили о том, что в Кобяйском районе у нас очень сложная логистика, там очень на большой период времени дороги отсутствуют. Там у нас, допустим, мы купили вездеход, который ходит в период бездорожья. А так, конечно, в труднодоступных местах авиационный транспорт — это основной, да. Скажите, пожалуйста, почему закрываются почтовые отделения в маленьких наслегах? Например, наши подписчики жалуются, что в Хамагате Намского района закрылась почта. То есть Хамагата — это не маленький наслег, проживает около 2000 человек. Ну, здесь, смотрите, да, есть два момента. Первый момент — это Почта России вообще не закрывает почтовое отделение по своей воле. То есть у нас четкая установка сохранить почтовую сеть, и даже в маленьком населенном пункте сохранить и оставить работающее отделение. Это первое.
Второе. Закрывается отделение. Конечно, иногда такое место имеет быть по причине того, что просто люди увольняются. Вот в Хамагате у нас буквально на днях уволился, как говорите, начальник отдела. Из-за этого мы вынуждены были закрыть отделение, но при этом я отмечу, что мы не перестаем оказывать услуги населению, так как есть почтальон, который доставляет и корреспонденцию, и издания до жителей. Также осуществляется выездное обслуживание из села Намцы. Поэтому конкретно по Крескатыл, там по Хамагате, как только у нас заполнится вакансия начальника отделения почты, мы это отделение откроем. По поводу дефицита кадров. Ну, дефицит кадров – это, наверное, главная проблема, как и логистика, да, что в сельской местности, особенно вот в немногочисленных населенных пунктах, да, в небольших, там подходящих кадров иногда не находится. К сожалению, ну, уровень заработной платы там на почте иногда не соответствует ожиданиям, да, потенциальных работников. Поэтому ну, здесь я так думаю, что мы можем решить проблему только сообща с органами местного самоуправления, которые очень активно подключаются к поиску кадров. Есть варианты трудоустройства по совместительству, то есть кто-то работает там бухгалтером в администрации, да, полдня, кто-то полдня, потом идет на почту. Да. Вот. Мы готовы рассматривать разные варианты и повторюсь, что мы вообще заинтересованы в том, чтобы открыть как можно больше отделений почты. Петр Владимирович, вот про акцию «Дерево добра», ежегодную акцию, да, в этом году, когда планируется и вообще вот суть этой акции? Вообще вот акция «Дерево добра» это означает благотворительную подписку, которую Почта России принимает в адрес социальных учреждений. Есть их перечень у нас. Это так. Туда входят и различные лечебные учреждения, детские дома, дома престарелых. И любой желающий, будь то организация, будь то любой житель, он может оформить подписку на те или иные издания вот, в пользу вот этих социальных учреждений. Акция действует постоянно. Круглогодичная она у нас. И ну, вот с начала этого года более 3500 подписок мы оформили именно в рамках этой акции. Поэтому мы видим, что люди очень активно в нее входят, то есть да, в ней участвуют, они видят, что это нужно, и на самом деле мы очень такой видим хорошую обратную связь от учреждения, что и люди старшего возраста, и дети, они очень радуются, когда вот подписка на издание их любимые оформляется, и вот так вот люди им оказывают помощь. А вы лично на какие издания подписаны? Я лично подписываюсь детям своим, да, на школьные издания. Вот, и также родителей тоже я и моя жена, мы подписки оформляем нашим родителям, чтобы ну, как бы у них всегда была свежая пресса, вот, и голова не болела там, куда идти, как оформить, вот, так что как бы за них это делаем мы. А какие изменения вообще в течение этого года
вы внесли в работу почты в Якутии? Ну, вообще вот в этом году у нас программа очень большая по ремонтам. Имеется в виду, как бы вот мы впервые построили 2 новых здания почты в селе Чульман и в селе Усьмая. Также у нас по федеральной программе 3 сельских отделения почты отремонтировано в этом году. Вот уже в Намцах 2 отделения, это в Намском районе в Битюрде уже открылось, и в селе Партизан вот буквально завтра, послезавтра откроется. И 3-е отделение это в селе Чинеке Вилюйского района. То есть это вот прямо модернизация сельского отделения почты. Оно становится современным, очень такой хороший ремонт, новая мебель, новая техника. И что немаловажно, там люди могут получить как государственные услуги, так и медицинские. То есть там измерить давление свое, там какие-то вот такие базовые вещи сделать. Услугу расширили, можно так сказать. Социально это все. То есть как бы это вот для населения, чтобы доступность была людям в такого рода услуг именно в таких в небольших селах. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Желаем удачи. Спасибо.